Весь лейтмотив встречи на сегодняшний день: полноценного доступа к эфиру абхазского телевидения у оппозиционных сил нет. Такое мнение высказывали многие участники круглого стола. По словам руководителя политической организации «Женщины в политике» Ирины Агарба, с каждым днем становится все меньше передач и прямых эфиров, где представители оппозиции могут высказать свое мнение. 3 года назад, кстати говоря, в нашей оппозиции, в блоке, я очень часто ставила вопрос о том, чтобы все-таки мы отрегулировали наши отношения, я имею в виду оппозиции и государственного телевидения, но, к сожалению, великому этого не произошло. И поэтому абсолютно отсутствуют условия для компетентного участия оппозиции в работе государственного телевидения, условия для участия в информационной площадке или пространстве государственного телевидения. Я думаю, что нам нужно, может быть, немного быть подобрее вообще ко всем делам, но самое главное все-таки выработать механизм, какое время предоставляется для того и так далее, чтобы было четко и ясно и для представителей оппозиционной партии, и для оппозиционного человека, что он имеет. Руководитель республиканской политической партии Ам Цахарал Хасквитини отметил, что часто руководство телеканала игнорирует заявления партии. По его словам, необходимо прийти к конструктивному диалогу и дать возможность всем желающим высказывать свое мнение. Почему я не имею права, как представитель партии какой-то или председатель партии, не имеет значения, или оппозиции в целом, да, сесть и высказать свое мнение на абхазском нашем государственном телевидении? Какой такой редакционный совет может это запретить? Я призываю, чтобы мы, не обострив ситуацию, все вместе, дружно пришли к такому выводу, чтобы и мы имели доступ к телевидению, и государство имело. Мы понимаем, что это государственное телевидение. Нельзя там пускать то, что попало. Но лейтмотив, все вещи нужно же отражать. Вместе с тем, по словам генерального директора абхазского телевидения Роланда Бганба, руководство телерадиокомпании часто приглашает представителей оппозиционных сил на прямые эфиры. В сетке вещания появляются репортажи о съездах партий, конференций, круглых столов многих оппозиционных организаций. По словам Роланда Бганба, есть множество передач, где представители оппозиционных организаций могут высказывать свое мнение. Я руководствуюсь тем, что я сам вижу, что я сам могу понять, где это хорошо, где это плохо, где это нужно дать информацию, какую-либо дозировано, не дозировано. А чтобы какие-то были списки у нас на телевидении, такого нет и не было в природе. Что касается, когда политические съезды проходят, у нас есть внутреннее распоряжение для любой партии, будь провластной, будь оппозиционной, это, вы сами понимаете, съезды могут идти 2 часа, 3 часа. У нас есть регламент 30 минут, но мы его никогда не соблюдаем, даем 50, а то и час. Это было и последний раз, когда политический съезд Ам-Цахары был, мы практически в полном объеме дали. Я согласен, что канал отражает в первую очередь государственную политику, но есть общественные организации, политические партии, которые не согласны с этой политикой. В этом формате у нас есть соответствующие передачи, куда мы приглашаем, чтобы вы понимали, мы звоним. Я вам прямо хочу откровенно сказать, что нам отказывают иногда, и ведущий это во время эфира говорит, что сегодня представитель такой-то, такой-то партии отказал. Пожалуйста, приходите, обсуждайте, чтобы это все было конструктивно в рамках прямого эфира. Никто никогда никому это не запрещал. По словам Валерия Кураско, руководство ГТРК не ограничивает представителей оппозиции в эфирном времени. Также он отметил, что в скором времени появятся новые передачи, где свое мнение могут высказывать не только представители власти. У нас была программа Айзера в таком формате, в котором никогда раньше не присутствовало, и такой свободы, которой раньше тоже никогда не было, когда мы приглашали все партии без исключения, причем не навязывая никому, кого мы хотим или кто-то там может быть, а предлагая самим выбирать и присылать к нам на эфир людей. И то же самое сейчас будет продолжаться. Представители оппозиционных сил различных организаций и СМИ высказывали множество мнений. Одни отмечали, что необходимо быть более открытыми и озвучивать больше проблем. Другие считают, что телевидение должно быть общественным. Сария Смыр, Саида Гухава, Абхазское телевидение.